Лана, ура, пробились. Коллеги, привет, привет. Привет. Меня хорошо слышно? Да, отлично. Как меня? Супер. Да, хорошо слышно, что меня даже громко. Так, сейчас, подождите. Всем добрый вечер. Ура, мы подключились. Так, вопросы уже идут. Ладно. Меня зовут Сарглана Кондакова. Я сегодня ведущая снова. Я активистка фонда «Свободная Якутия». И мы пригласили сегодня к нам в гости очень интересного человека, Константина Воровича, журналиста, филолога, исследователя новых медиа, социальных коммуникаций и манипуляций в СМИ. В связи с этим я хочу огласить нашу тему сегодняшнюю, которую мы назвали «Море лжи и горы пропаганды. Как жить?» или «Как выжить?». Константин, расскажите немножко о себе и о ваших проектах. Ой, я боюсь, что это может весь эфир занять. Давайте я очень кратко скажу, что мы с коллегами делаем открытый журнал «Дискурс» с горизонтальной редакцией, который в том числе создан, чтобы бороться с цензурой и пропагандой, потому что в нем им управляет большая распределенная редакция, и нету центральных фигур, которых можно давить и влиять на редакционную повестку издания. Благодаря этому оно сохраняет свою независимость, публикует все честно, пишет так, как есть, и дает голос большому количеству гражданских авторов и из России, из Казахстана, из Украины, из Беларуси и других стран. Конечно, Россия наша основная страна, и у нас есть коллеги из разных регионов. Если вам есть что сказать, присылайте свои материалы в дискурс, мы поможем сильным идеям и текстам прозвучать. Вот. А мы также с коллегами занимаемся школой «Искра», про другие, наверное, проекты я не буду рассказывать, чтобы не помогать товарищу майору мешать их работе. Хорошо, спасибо большое. Да, ваш проект, конечно, да, очень интересен, и если у нас будут авторы, которые захотят, да, с вами сотрудничать, я думаю, что вы не откажете нам. Спасибо. Константин, вот первый вопрос у меня связан, ну, раз тема у нас уже озвучена, да, пропаганда, давайте отвлечемся от Блиновской и поговорим о серьезных вещах. Кстати, зачем нам Блиновская, как вы считаете? Откуда эта новость? Вот так она все это муссируется. Да, зачем? И действительно государство... Я думаю, что тут есть много разных целей. Ну и одна из них в том числе показать, что любой выход за пределы того, что государство позволяет делать, он может быть пресечен. И даже если у людей есть очень много денег, богато. Ну, еще это отвлечение внимания от реально серьезных социальных проблем и разжигание такой ненависти к богатым, к людям из сети, из интернета, что они тоже обманщики, что люди, которые в интернете что-то рассказывают, они вот пример их. Вот они вот такие, как Блиновская, они манипулируют как раз людьми, вытягивают от них деньги, занимаются таким уже инфобизнесом и живут вот так вот роскошно. И теперь это примеры не из расследования Навального, да, а из созданных, естественно, комитетом, вот, и это такие герои, и мне кажется, что это такой тоже способ немножко дискредитировать вообще интернет-среду для широкого населения России, особенно для людей, которые смотрят телевизор и лучше понимают, что в интернете происходит, насколько он разнообразный. То есть это, возможно, вернее, попытка дискредитировать иное инфополе, да, которое отличается Я не от... думаю, что это главная цель. Я думаю, что у этого есть и такие аспекты, такие векторы информационного воздействия, которые будут и уже используются государственной пропагандой. Понятно. Так, и непосредственно к нашей теме. И все-таки это самая важная вещь, мы про это еще будем говорить, что одна из особенностей, выстроенной путинской властью в России системы пропаганды, она в управлении вниманием и отвлечении его от реальных очень проблем. И это, например, арест Блиновского, который там долго обсуждаться, он идет на фоне новых сумасшедших совершенно уголовных дел, которые будут разворачиваться, например, над Алексеем Навальным. Да, и это, в общем, способ людей в разговорах, как мы сейчас с вами тоже, да, отвлечь от реальных проблем, и это обсуждать вместо того, что мы можем реально делать, да, чтобы в России было лучше жить. Но получается, ведь народ подхватывает это. Действительно идет
какая Конечно. активность населения, да, обсуждается все это. Так и разумеется, это так в этом, собственно, и цель. Да? Если мы пытаемся отвлечь внимание, а люди не отвлекаются, значит, наша манипуляция не сработала. Если мы отвлекаем внимание так, что все на это переключаются, значит, успех. Да, так, например, было с делом Pussy Riot, которое власти начали очень громко, используя все федеральные медиа, разворачивать в то время, когда в России шли массовые протесты против фальсификации выборов. И эта тема, да, Pussy Riot, она огромное количество людей и на кухнях, и на митингах разделила, потому что люди начали спорить вместо как бы очевидных вещей, что коррупция — это плохо, и фальсификации на выборах — это недопустимо, и нужны перевыборы. Вместо этого люди начали обсуждать, а допустимо ли женщинам танцевать на амвоне. Да, и это вот такой способ деления людей, поиска, да, каких-то линий, которые их по разные стороны баррикад отправят, с одной стороны. А с другой стороны, опять же, это вот способ управления вниманием и переключения его с реальных социальных проблем на такие немножко желтушные, немножко скандальные, немножко сплетенные темы. Да? Ну и опять же, если мы уже дальше, мы, наверное, будем говорить про то, как пропаганда, да, работает, например, с Pussy Riot тоже это хорошо видно, что эта история, да, она полностью переключила внимание, разделила людей, вот, и она была создана как, ну, абсолютно вот, искусственно. Да, вот. И при этом, чтобы в этом кейсе пропаганда умалчивает о самой сути этого дела, то есть когда по телевизору эти шоу про Pussy Riot, да, вот, и фильмы документальные показывались, какие они нехорошие, значит, девушки, как они нарушили все церковные, там, возможные табу, ни разу не рассказывалось о том, какую песню они пели, да, то есть вся суть их акции, она государственная медиа замалчивалась. Вот так и работает пропаганда, она показывает какую-то небольшую часть реальности, да, скрывает самую ее суть, да, и наделяет таким вектором эмоциональной окраски, вектором обсуждения, которое должно привести. Да, то есть, вот, и как пропаганда тогда сумела сделать так, что люди начали спорить о том, допустимо ли в храме петь песни, танцевать на амвоне и так далее. Понятно. Хорошо, спасибо. Что многие вещей, они такие достаточно универсальные механизмы, которые постоянно используются кремлевскими пропагандистами, и с Блиновской мы можем тоже увидеть некоторые вот аспекты разворачивания этой темы так. Понятно. Ну, вообще, очень кратенько, да, история возникновения пропаганды. Она же не в прошлом году появилась, пропаганда. Она существовала всегда или когда она появилась? Ну, смотря о какой пропаганде мы говорим, да, пропаганда появилась как концепция распространения веры, да, и она не несла никакой как бы, негативной окраски. Сам термин появился в 17 веке. Та пропаганда, о которой мы говорим сегодня, она появилась в начале Первой и особенно расцвела между Первой и Второй мировой войной. Это мы говорим в первую очередь уже не просто о пропаганде, которая связана с распространением идей, мы говорим о массовой политической пропаганде. И, наверное, сегодня мы еще будем говорить о пропаганде, которая использует государственные ресурсы и ограничивает другую пропаганду. Пропаганда уже такая ближущаяся к тоталитарной информационной среде. Вот. И мы в этом плане, как бы, чтобы нам было проще, да, мы именно будем говорить про политическую пропаганду, не будем говорить про там, пропаганду здорового образа жизни, да, или про маркетинг там, продуктов, пропаганду использования техники или там, социальных сетей. Это как бы отдельная совершенно вещь, мы будем говорить именно про политическую пропаганду, связанную с манипуляцией массовым сознанием. Хорошо. Политическая пропаганда во время войны, она отличается чем-то от обычной политической пропаганды? Ну, у нее появляются какие-то ярко выраженные стороны, в ней появляются классические признаки, выделенные там, рядом исследователей, в ней появляется гораздо больше агрессии, вот, но в целом методы, которыми она пользуется, они как бы, основаны на общем функционировании пропаганды. Ну, радикальный, более агрессивный, вот, более разжигающий ненависть. Вот, но это, в общем-то, свойство в целом пропаганды политической тоталитарных. Просто она усиливается, ее становится больше. Ну, она трансформируется, да, у нее появляются другие цели, у нее появляются другие задачи, ее становится больше, она становится радикальней, она стремится к тому, чтобы, не только она, да, еще инструменты административные, да, и информационные среды, которые используются, потому что заглушить полностью другие голоса, да, то есть появляются особенности, ее усиливаются, какие-то ее стороны, да.
Мгм. Ну, какие основные виды манипуляций вот, существуют, которым пользуется Кремль именно в нашей стране? Давайте мы будем говорить о том, что как бы Кремль использует огромный список инструментов манипуляции, да, накопленных и предшественниками из советского режима, из нацистской Германии, из китайского режима, но и при этом из советской, ну, такой, коммунистической еще ранее там, революционной пропаганды, но при этом и совмещает это, комбинирует такое совершенно уникальное как бы, полотно. Вот, и, наверное, про какие-то его ключевые аспекты поговорить. Да? Ну, как бы базовая, конечно, вещь — это разделение на свой-чужой, с агрессией к чужим, к сплочениям вокруг лидера, к попытке людей объединить какими-то общими идеями и ценностями, и при этом настроить их против кого-то, то есть создать им образ врага, в отношении которого их агрессия, ненависть катализируется, который ответственен оказывается за все плохое, что происходит в их жизни, от наличия которого и исходит как все зло и все нехорошее, вот, и который, собственно, оправдывает какие-то лишения, тяготы, какие-то действия властей, которые происходят, с одной стороны, а с другой стороны, оказывается виновным и ответственным за все нехорошее. Да? То есть, как бы на него и перекладывают вину, и на него направляют всю ненависть и злость. Я думаю, что очень важная тактика, которой Кремль долгое время пользовался, это нейтральное информирование. Это представление лжи, полуправды, манипулированно поданной информации, как попытки рассказать, как на самом деле все есть. Да, то есть очень часто пропагандисты притворяются так, как будто они размышляют вместе с нами, как будто они доносят до нас информацию совершенно нейтрально. Вот. И это ну, такой тоже характерный для пропаганды прием. Я думаю, что важной тоже историей оказывается использование новояза и вообще изобретение такого целого языкового мира, который описывает события в выгодном пропаганде ключе. Да? То есть контроль дискурса, того, как люди, какими словами люди описывают реальность, потому что это определяет то, как люди эту реальность воспринимают. Да? Когда у нас оказываются независимые журналисты, это иноагенты, независимые политики, это экстремисты. Когда у нас вместо войны идет специальная военная операция, когда у нас вместо отступления у нас есть тактические перегруппировки, отрицательный рост, вот, ну и так далее, и так далее. Вот, и это какие-то здесь слов используются как бы ситуативно для того, чтобы просто смягчить восприятие ситуации, да? Или наоборот, есть как бы и деэфемизация, она тоже связана с новоязом. На Украине у нас нацисты, что в стране у нас куча там, предателей, агентов Запада и так далее. И это все создает какие-то вещи, они используются случайно, ситуативно, да, под какие-то конкретные случаи, для того, чтобы смягчить их восприятие, да, или заострить и сделать их как более эмоционально увлекающими. Но в целом это создает, работает на то, чтобы создавать такой язык, которым люди начинают думать, да, и в рамках которого начинают воспринимать реальность. И это, наверное, одна из тоже таких базовых и ключевых стратегий пропаганды. Опять же, вот управление вниманием, про которое мы с вами говорили, то есть фокус на каких-то одних вещах и полное замалчивание каких-то других вещей. То есть за все время войны в России ни разу не показало по телевидению, как пролетают ракеты в жилые дома. Да, и признавая, что это ракеты российских вооруженных сил. Вот, ну, опять же, вот использование врагов повсюду. Особенность, такая небольшая политическая пропаганда, впрочем, она была тоже и у нацистской пропаганды, и у советской, это создание особого вида врага из ксенофобии, да, то есть вообще как бы базовая тоже пропаганда, да, связанная с свой-чужой, но и эта ксенофобия в России, оказывается, вот в современной России, связана в значительной степени с сексуальностью, с тем, что и люди позволяют себе какие-то сексуальные свободы, которых как бы позволять себе нельзя, они якобы противоречат нашей исконности. Опять же, вот есть мы правильно там, занимаемся любовью, а есть другие, вот они занимаются любовью как вообще недопустимо. И если вдуматься, то оказывается, что это вообще краеугольное разделение в глазах пропаганды между Россией и там, западным миром. То
То есть российским пропагандистам на Западе, они не критикуют там западные суды независимые, да, они не критикуют менее коррумпированную полицию, не критикуют более прозрачную, открытую избирательную систему. Да, главная проблема Запада в глазах пропагандистов — это то, что на Западе есть сексуальная свобода, там можно выбрать пол, можно любить людей своего пола, вот, и именно это, с точки зрения того, что показывает пропаганда, оказывается как бы главным различием между Россией и Западом. И, собственно, оказывается, только в этом и есть традиционные ценности. Но есть эта деконструкция такую провести, которую как бы пропагандисты никогда не делают. Вот. Ну и еще важный такой стратегический нарратив, который использует пропаганда, это геополитика. Дело в том, что цель пропаганды максимально выключить людей из общественной жизни. И один из приемов, который здесь используется, это запутывание людей, рассказывание о событиях в таком смысловом пространстве, в котором у людей не хватит компетенции разобраться. И от чего они скажут, ну, это не нашего ума дело, за нас разберутся, и им будет проще принять ту позицию, которую им дают, как позицию, которую придерживается большинство. И геополитика для этого оказывается идеальным полем действий, потому что она включает в себя такое большое количество знаний и политических, и социологических, и географических, экономических и так далее, в которых большинство людей не готовы разбираться, поскольку это требует огромного количества усилий. Им проще поверить в то, что на Беларусь готовилось нападение из вот этого места, или на Россию бы напали вот-вот, ну и вот все эти вещи, потому что это невозможно проверить простому человеку, ему проще поверить, когда он одну и ту же вещь слышит много раз, да. Но это, опять же, тоже базовая стратегия пропаганды, повторять огромное количество раз какие-то тезисы, идеи, причем часто в разных формах, часто в разных медиумах. Это тоже особенность путинской пропаганды, что она очень мультиформатна, что она может быть притворяться телеграм-каналом, который выбирает фейки. Она бывает в форме радио, она бывает в форме телевидения, она бывает в современных песнях, да, и это все дополняет друг друга, и в ситуации, когда другие альтернативные произведения информационные, художественные, да, игнорируются, или замалчиваются, или наоборот даже заглушаются, да, то эта точка зрения, которая в разных формах друг друга подтверждается через разные форматы, для разных аудиторий, она начинает в обществе гораздо эффективнее циркулировать. Наверное, такие вот базовые вещи. Да? Но это, получается же, огромные средства на это тратятся. То есть это такая огромная машина, там и со всех действительно утюгов идет эта информация. Вот как этому противостоять? Но мы об этом немножко позже поговорим. Соответственно, вопрос, почему люди верят в пропаганду, он как бы отпадает, потому что идет действительно атака со всех сторон. Там бабушки на лавочке говорят, в школе учителя говорят, то же самое, да, то же самое транслируется из разных передач, и Соловьев кричит с пеной у рта, и есть более такие адекватные, скажем так, пропагандисты, да, из адекватных в кавычках, из передачи, допустим, «Большая игра», где люди, в общем-то, сидят и размышляют на эти все темы. Конечно, люди в это верят, особенно находясь вот внутри страны, когда Инстаграм вроде как отменили, YouTube. Что с Ютубом будет? Какие прогнозы? Ну, рано или поздно заблокируют. Вы печальные. Сроков не скажу, но кажется, все к этому идет. Очень интенсивно государство вкладывает деньги в ВКонтакте, чтобы развивать сексуальную инфраструктуру. Да, ну и как будто с точки зрения того, насколько на тебя много подрывающей пропагандистскую картину мира информации, да, это рано или поздно будет неименуемо. Когда они сможет компенсировать для аудитории источник развлечения, для которого в том числе является YouTube. Вот, но здесь еще важно понимать, что пропаганда оказывается так эффективна, потому что она сегодня рисует такую картину мира, которая максимально комфортна для граждан России. Страшно в какой-то момент осознать, что президент твоей страны начал бессмысленную и вредоносную для твоей страны войну, руководствуясь личными амбициями, желанием сохранить свою власть, а не благом для граждан своей страны. Когда ты гражданин страны, тебе страшно это признать. Страшно признать, что армия твоей страны совершает военные преступления, бомбит
жилые дома и ведет в целом бессмысленную войну ни за что. Страшно признать, что это губит экономику и социальное будущее и твоей страны. И в этом плане пропаганда дает такую комфортную картину мира, в которой президент оказывается сильным, мудрым лидером, в котором есть какое-то знание, зачем он начал эту войну, что это не бессмысленное действие, что солдаты и вооруженные силы стреляют только по инфраструктурным и объектам, и только по вооруженным значит, тоже людям. Вот. И это все гораздо проще принимать, чем ту жестокую реальность, в которой мы сегодня оказались. И в этом плане пропаганда дает такую люльку комфорта, в котором людям просто хорошо. И выйти из этого это болезненное действие. Вот. И вместе с тем люди оказываются в такой спирали молчания, когда можно говорить только то, что комфортно государство достигает уже не только пропагандой, да, но и репрессивными действиями, которые пропаганду дополнительно усиливают, потому что альтернативные позиции не слышны, сайты заблокированы, вслух и публично такое говорить в России невозможно. Вот, и это тоже раскручивает такую спираль молчания, в которой оказывается, что представлена только позиция провоенная, только вот такая лжепатриотичная, только пропутинская, в общем, выгодная кремлевской пропаганде, и другие позиции не слышны. И в этой ситуации люди, опять же, занимают в силу многих когнитивных искажений, да, есть такие эффекты повального увлечения, есть эффект социального доказательства, когда люди не знают, как им надо реагировать в такой сложной ситуации, им самим сложно разобраться, и они ориентируются на то, как действуют другие. И в ситуации, когда в обществе представлена только выгодные пропагандистам позиции, люди их и чаще начинают принимать. Угу. Ну что тогда делать-то в этом случае? Как человеку быть? Оказывается, люди действительно верят в это. То есть мы как бы, те люди, которые находятся за пределы России, кстати говоря, за границей промывают мозг людям. Есть пропаганда? Несомненно, тоже есть. Но это одна из тоже целей пропаганды на самом деле. Через вот эти вотабаутизмы, да, к которым мы уже все привыкли, а там как у них там негров линчуют, да, вот, а у них там, сами посмотрите, вот они там во Вьетнаме там были, или там, в Ираке. Вот. Но пропаганда во всех таких случаях пользуется очень хитрым привлечением. Это и такая цель, да, вести максимальный цинизм, в котором нету градации и различия, в котором коррупция есть везде. Да, ну, наверное, так и есть. Нет, наверное, страны, в которой нету ни одного коррумпированного человека. Наверное, действительно так. Но если мы будем думать критически, то мы поймем, что вся суть в разнице, да, в различиях и в количестве в коррупции. Да? Поэтому есть различные мировые индексы там, свободы слова, коррупции, экономического благополучия. Потому что, когда мы говорим, коррупция есть везде, мы теряем суть, что она находится везде на совершенно разном уровне. Вот. И пропаганда действует так же, когда она говорит, что послушайте, ну и там, на Западе тоже есть пропаганда. Да, несомненно, есть. Но вместе с этим на Западе есть совершенно свободное общество, есть свобода слова. Каждый может пропаганду критиковать, публично деконструировать. За это людей не будут сажать в тюрьмы, репрессировать. Да? Наоборот, людей, которые раскрывают воздействие пропаганды на Западе, делают более публичными, дают им больше трибун, потому что это важно. Люди не хотят быть обманутыми. Да? И другая есть система. Ну и кроме того, на Западе, да, есть система независимых медиа, которых формировалась много лет, и у которых есть прозрачные ценности и публичные стандарты, и есть конкурентная система этих медиа. Потому что если одно медиа обмануло, другие заинтересованы в том, чтобы рассказать про этот обман, чтобы своих читателей просветить, и читатели были благодарны им за эту работу, привлечь читателей от тех, кто обманывает. Да? И эта конкуренция, система сдержек противовесов, она как раз и сводит к тому, что пропаганда, несомненно, существует и в разных странах, да, но такого зашкаливающего масштаба, как сегодня в России, сложно где-то еще нынче встретить. Получается, что пропаганда, это основной признак как бы вот этой тирании, да, вот этого режима. Чем больше пропаганды, тем, да, независимые СМИ. Несомненно, это один из ключевых инструментов управления сегодняшней Россией. Это показатель, получается. Потому что она ведет к тому, что это используется как бы в целом давно, да, это цель этой пропаганды, да, это тотальная деполитизация людей.
Не в том плане, что они вообще ничего не хотят знать о политике, а в том плане, что они полностью исключены из политической жизни, потому что пропаганда объясняет им, что все за них уже решили, все за них сделали правильно, вы можете просто оставаться на диване, смотреть телевизор, мы там совсем разберемся, вы нам, главное, не мешайте. Да? И это как выключение происходит на самых разных уровнях общественной деятельности. Понятно. Как помочь, как определить? Вернее, мы определили, что да, и что такое пропаганда, что она в России есть. Люди действительно верят пропаганде. Но есть ведь и люди такие, которые понимают, что да, война это плохо. Таких людей очень много. Все еще остаются такие люди. Они не все уехали. Да, очень много. Да, действительно, война это плохо, но не все так однозначно. Мы сегодня знаем, нам сегодня рассказывают. То есть вот те люди, которые находятся вот в таком неопределенном состоянии, и они молчат тоже из-за этого. Эти люди что, они тоже подвержены? Это из-за пропаганды ведь происходит? Ну, идея о том, что все не так однозначно, что разобраться в правде очень сложно, это идея максимально выгодная пропаганде. Потому что в такой ситуации пропаганда говорит: окей, вам сложно разобраться, мы дадим вам готовое решение, принимайте его, и у вас будет какая-то рабочая картина мира, которую вы не можете проверить, потому что вы из своего региона не выбираетесь, вы не получаете информацию от других источников. Вот, и эта идея о том, что все не так однозначно, она тоже связана с еще одной такой постоянной стратегией, которую используют пропагандисты, это распространение мультиверсий, да, о том, что в Буче тела подложили, в Буче это все постановка. В Буче украинские солдаты сами убили этих людей. В Буче эти тела, они были привезены из другого региона. Ну и так далее, так далее. Появляется как бы очень много версий, каждая из которых противоречит сама другим. Но самое главное, что они размывают видимость главной реальной версии, которая перепроверена огромным количеством независимых институций, медиа и институтов, да, и живых институтов. Вот. И эта попытка людей запутать мультиверсиями, она и ведет она идет цель как раз привести к тому, что все не так неоднозначно, мы не можем разобраться. Вот. И мне кажется, наша задача тех, кто уже начал разбираться, помогать другим думать. Как бы единственный инструмент против пропаганды – это распространение критического мышления и качество информации. Как это делать? Расскажите нам, какой план? Надо помогать людям сомневаться так, чтобы люди начинали искать ответ. Помогать людям думать. Надо подбрасывать людям факты, которые или какую-то близкую им информацию, которая их выведет вот из того комфортного состояния, в котором они жили, и заставит задуматься, что если все как-то по-другому. В этом можно разобраться. И в этом пути надо их все время поддерживать. Надо, когда у них появляются вопросы, на них отвечать. А вот как вот это? А где вы были 8 лет? А если бы НАТО напало? Ну и так далее, и так далее. Вот на каждую из этих вещей как бы надо людям давать ответы. Люди какой-то пройдут путь с поддержкой. Вот. Но при этом как бы не надо занимать позицию того, что вы все знаете, вы сейчас все людям объясните, расскажете, а надо вместе с ними пытаться разобраться, да, в этом соль критического мышления. Вы на своем примере показываете людям, как думать, что вы готовы изменить свою позицию, что вы готовы к альтернативным фактам, вы готовы к дискуссии. И это, мне кажется, есть практика обучения критическому мышлению. То есть это должен быть обязательно диалог, да, некий? Обязательно двухсторонний диалог, конечно. Задавать вопросы уметь, да? Ну хорошо, давайте мы задавать вопросы и отвечать на вопросы другого. И его тоже, не то, что вы вот сейчас ему, вот вы все поняли, вы ему сейчас все положите в голову, да, вот, а он не прав, и он дурак. Я думаю, что коммуникации проходят вот с таких, которые проходят с таких позиций, они, всегда неэффективны и бесполезны. Телефон. Ничего страшного. Ага. То есть вот с такой позиции, да, когда вы как не ментор, не учитель, да, а действительно встать на одну, скажем так, плоскость, да, горизонтальную, и общаться уже вот в диалоге. А вообще этот процесс вот этот обратим, вот это промывание мозгов, его можно как-то остановить? Сколько времени должно на это уйти? Или это прям по щелчку происходит? Что именно происходит по щелчку?
Да, например, я все понял, вот действительно ты был прав, это же как озарение, это не возникает вот прям вот таким образом. Наоборот, знаете, иногда это происходит очень долго, и в этом плане не надо ждать такого результата, что вы поговорили там, с своей бабушкой или дедушкой, которые много лет смотрят телевизор, никакой другой информации не получают, и которым очень комфортно с той реальностью, которую пропаганда создает. И что вот вы один раз с ними поговорили, и вдруг они все поняли и начали читать независимые медиа, открыли для себя интернет, преодолели все технические барьеры и так далее. Такой магии не случится. Но случится, скорее всего, если вы будете вести достаточно деликатный разговор, прерывать его, когда он будет некомфортен для тех, с кем вы идете, но при этом будете готовы вести его, возвращать его, да, или как-то с разных сторон к этому заходить, потому что нужна последовательность, да, и пропаганда постоянно, 1000 раз повторяет одни и те же вещи. И одним разговором бывает такое, что как бы люди очень открывают критическое мышление, начинают думать, сами разбираются, да, но это как бы не всегда происходит. Каждый случай уникален, и чаще, как мне кажется, происходит такое, что люди начинают задумываться после разговора о вещах, которых вы сказали, не сразу в момент дискуссии, да, а после они сопоставят с какой-то информацией, начинают это как-то проверять, вы еще раз общаетесь, у них появились новые вопросы, вы их вместе с ними обсудили, и так постепенно как люди и выходят из такого вот зомбированного телевизором состояния, из того, что они думают не своими идеями. Угу. Ну, то есть нужно относиться к этим людям с эмпатией, особенно если это твой близкий, родной человек. Абсолютно. Абсолютно. Ну, то есть, опять же, как бы мне кажется, что мы должны очень многие вещи делать противоположно тому, как делает пропаганда. Пропаганда относит все гребет под одну гребенку, апеллирует к максимально общим мишеням внутри сознания человека, да, к страхам, к ненависти, к чувству собственной идентичности, к желанию там, быть причастными к чему-то, к там, чувствам перхоти, ну, и так далее, к каким-то очень массовым мишеням. Вот. Я думаю, что когда мы общаемся лично, нам очень важно вести как раз-таки индивидуальные разговоры, не могу услышать. Пропаганда же монологична. Она никого не хочет слышать, она хочет только навязать свою позицию. И я думаю, что очень важно, да, тоже один из таких ключевых аспектов путинской пропаганды тоже в том, что она имеет однодневную память. Да, она, по заветам Джорджа Оруэлла из 1984, она забывает о том, что было вчера, о том пропагандист, который говорит, что Крым никогда не будет, Владимир Соловьев никогда не войдет в Россию, это бессмысленно думать о его присоединении. Через несколько лет он говорит, да, мы ждали этого всю жизнь, да, и вот он рассчитывает на то, что аудитория не будет этого помнить, что никто аудитории не покажет того, что было, да, или там Владимир Путин говорит, что никогда при его, когда он был президентом, не будет повышаться пенсионный возраст, да, и принимать решение о его повышении, вот. Но телевидение, да, и пропаганда, она никогда не вспомнит предыдущего случая. Она всегда ситуативно показывает, что сейчас, да, и так же, как с целями войны, да, они уже год меняются, были одни цели, другие, третьи, четвертые, да, и пропаганда не вспоминает, о чем она говорила, эта война началась. Но и это очень важно. Но вот, люди-то помнят. Вот, те, кто помнят, те люди, которые помнят, они должны как раз помогать другим собирать более цельную картину. Кто-то помнит одно, кто-то другое. Вот мы как раз вместе обсуждать должны восстанавливать цельную картину реальности, чтобы ее помочь другим понять. Потому что пропаганда, она все время хочет наше внимание сфокусировать только на каком-то вот узком аспекте, да, узкой теме, узком способе интерпретации этой темы, да, и на однодневности. Вот. Она хочет, чтобы мы не помнили ничего, потому что тогда нам будет гораздо легче управлять. Потому что мы не будем знать, что было раньше. Мы не будем понимать, что нас обманывают. Вот. И я думаю, что это важный тоже момент восстанавливать цельную картину реальности. Причинно-следственную связь. Да? Помогать людям видеть противоречия за счет этого. Да? То есть, ну, например, если мы говорим про какой-то антивоенный диалог, вот люди часто говорят, что так пропаганда объясняет, что Владимир Путин начал войну, потому что ракеты НАТО могли оказаться в Украине, это вот якобы близко, и у нас бы увеличилась якобы граница с НАТО. Но в итоге действий президента Путина граница с НАТО увеличилась в 2 раза. Финляндия вступила в НАТО, Швеция собирается вступать в НАТО, да, и это, мне кажется, задумался любого человека, а насколько эти военные действия и смерть россиян и украинцев принесли достижение тех целей, которые заявлял Путин. Это была одна из целей, да, этих военных действий. Вот, и кажется, вот это воспоминание, да, оно помогает людям задуматься, а так это ли надо, как бы, а зачем это? А зачем там
умирают наши люди. Путин говорит, что мы не будем присоединять никакой земли Украины. Но вот уже, оказывается, оккупированные территории присоединены и вошли теперь в состав Российской Федерации, да, по российскому законодательству. Вот. И вот этот постоянный обман, его надо припоминать, чтобы люди понимали, насколько их обманывают. Потому что если на него не указывать, то люди будут считать, что и с ними общаются честно, все как бы так и есть, потому что пропаганда перестраивает сегодняшнюю картину и пытается сказать, что только так и есть, накладывая на прошлое черное пятно. И нам надо его, вот эту причинно-следственные связи, надо помогать людям увидеть. Они помогут, опять же, людям думать самим, когда у них, они помнят историю, они почитают Википедию, они найдут какие-то разные источники информации и увидят цельную картину. И она очень сильно поможет им сориентироваться. А вообще есть смысл бороться за человека, который подвержен пропаганде? Вот просто иногда вдруг я опускаюсь действительно. Ну зачем? Ну вот я со своей мамой, да, вот она человек, она ее мозг, он вот под влиянием пропаганды. Я не могу с ней общаться, например, да, вот что мне, ей 80 лет, вот ее надо вообще спасать, или вот уже все, вот человек прожил всю свою жизнь, и она уйдет просто вот с таким вот в неведении. Есть смысл? Ну, наверное, если люди очень пожилые, и для них это как бы тяжело, и им уже, возможно, не предстоит участвовать в строительстве прекрасной России будущего, может быть, это как бы изнурительная беседа для них, потому что, ну, это страшно бывает, такую опору взгляд на реальность, к которой ты привык, да, особенно для вот, пожилого человека. Может быть, это как бы не так полезно, опять же, для того, чтобы Россия была свободной, регионы России были свободны, как разговоры с более молодыми людьми, да, у которых есть больше энергии, у которых больше круг социального общения, у которых есть больше инструментов, опять же, все это перепроверить. Да? Проблема разговора с очень пожилыми людьми в том, что они не могут воспользоваться источниками информации, чтобы поискать самим, да, и найти ответы на свои вопросы. Вот. И в этом плане, наверное, с точки зрения эффективности просвещения, да, развития медиаграмотности в стране, понимания того, что происходит, и как бы развития распространения солидарности, которая необходима будет в любом случае вот, в момент конца режима, да, для того, чтобы в России повернулся в сторону каких-то светлое развитие, в общем, стало на путь развития, да, прогресса. Вот. Для этого нам нужно больше консенсуса, нам нужно больше общих точек, нам нужны более умные люди, вот, и поэтому медиаграмотность, да, и критическое мышление, ну, это краеугольные для этого вещи. И я думаю, что это, ну, почему это важно, потому что без этого нам всем будет еще хуже дальше. Да. А вообще какой прогноз? Что ждет Россию? Как вы считаете? Я не футуролог. Я не футуролог. Да, все сложно сказать, да, действительно, как все это, как это будет, но одно... И я думаю, что это очень зависит в том числе и от той просветительской, культурной, социальной, общественной, там, политической, активистской работы, которую сейчас ведут разные объединения, и ваши в том числе, помогая людям разобраться, помогая людям задуматься, помогая людям принять ответственность за свои гражданские поступки, за свою страну. Вот. И я думаю, что это один из очень важных факторов, тоже, который рано или поздно сыграет свою роль. Да, поддерживайте антивоенные движения. И, наверное, сейчас... У меня вот еще был вопрос, и мы начнем, да, смотреть комментарии наши. Значит, мы поговорили, да, как противостоять, как общаться, чем отличается. На что ориентироваться вот самому человеку, на какие ценности, чтобы легче противостоять пропаганде? Потому что понятно, что находясь вот в этом очень замкнутом пространстве, да, очень сложно вот устоять или как сказать, держаться за свои ценности. Вот какие они должны быть? Что вот война это плохо, а вот плохо почему? Потому что умирают люди. То есть жизнь человека важна. Вот эти ценности, они какие должны быть? Что должен каждый раз себе говорить человек? Я думаю, что академик Сахаров когда-то в своей Нобелевской речи сформулировал такие вот базовые простые вещи, которые, ну, могут объединить всех людей на Земле, не только в нашей стране. Мир, прогресс и права человека. Вот. И я думаю, что каждая из этих ценностей, она универсальна. И да. Я думаю, что права
здесь, может быть, играют даже ключевую роль, потому что именно они способствуют миру и прогрессу. И в этом Да. плане ценность человеческой жизни, это уже мое личное мнение, она выше государственных целей и интересов, какие бы это ни были государственные образования. Мгм. Так, значит, у нас было несколько вопросов. Я сейчас постараюсь их найти на свою сторону. Можно ли спросить гостя, о Я чем пока может... хочу сказать несколько вещей, Да. которые, мне кажется, тоже важны, Мгм. чтобы мы понимали, что не все так плохо. Да? Во-первых, как бы, что мы в силу раскрученной спирали молчания, да, мы не видим огромного количества людей, которые не согласны с действиями Путина, не согласны с войной, которые видят социальные проблемы в подконтрольном политическом пространстве, да, по уничтожению любой там, общественной жизни. Вот. Я думаю, что это как бы солидарность, которую и количество голосов просто, которые молчат, потому что есть риск высказываться, когда будет можно говорить. Мы видим, что таких людей очень много. Это первая очень важная вещь. Пропаганда пытается убедить, что людей, которые стоят против войны, их мало, что их нету. Пытается нам показать тех, кто выступает за войну, да, скрывая других. Я думаю, что этих людей, на самом деле, достаточно много. Мы видим это по опросам, видим по лайкам, видим по количеству людей, читающих независимые медиа. Мы видим это по позициям просто людей, даже в комментариях, там, даже на каких-то прогосударственных площадках. Вот. Это первая хорошая вещь. Вторая хорошая вещь, что надо помнить, что если мы раскрыли глаза одному человеку, и он начал размышлять, начал думать сам, начал сам разбираться, это уже необратимый процесс. Мгм. То есть человек, который прозрел и начал думать своей головой, он уже очень устойчив к пропаганде будет. Это два. И три, мы должны понимать, что каждый такой человек, он оказывается источником распространения дальнейшего мышления. Он может делиться трезвым мышлением, делиться сомнением, делиться фактами, информацией с другими людьми. И это тоже очень важно понимать, что как бы это распространение критического мышления, понимание там, такой ответственности гражданской, да, или каких-то вот ценностей демократических движений, оно заразительное, и оно будет иметь такую экспоненциальную тенденцию. Но есть же цифра, прям четкая, точная цифра 150 человек. То есть один человек может распространить, да, информацию на 150 человек в своем окружении. А те 150, в свою очередь, продолжат это делать дальше. А вообще важно находить единомышленников? Я думаю, что в данном случае, да, что как бы чем-то мы можем поделиться, да, со 150 людьми. В тех условиях, которые есть как бы сейчас, я думаю, что это не такое большое число. Как что Барнума. Я думаю, что это тут работают более близкие связи, да, в силу того, что как в России есть спираль молчания, и мы не можем на работе прийти и сказать, ребята, вот оказывается, война преступна, и российские войска бомбят мирное население, и мы бессмысленно чужую землю, и это все нам не нужно, что это все уничтожает будущее нашей страны, там, будущее наших детей. Вот, я думаю, что в силу того, что как публично об этом говорить нельзя, то это число не надо так все-таки приукрашивать до 100. Я думаю, что это близкие связи, которые работают, это 10, может быть, 15-20 человек, но все равно мы понимаем, что это мультипликатор масштабирования совершенно сумасшедший. Да? Один умножить на 15-20, это очень много. А вообще важно находить единомышленников, соратников в своем кругу? И как мне кажется, что без этого никуда, потому что люди, с которыми мы испытываем солидарность, они дают нам сил. Мы понимаем, что мы не одни, мы не брошены, мы понимаем, что есть другие, что мы не рехнули, что это не мы одни вдруг все поняли и сошли с ума. Вот. Мы благодаря этому калибруемся, да, мы благодаря этому можем действовать эффективнее, мы благодаря этому можем получить поддержку, которая нам в тяжелые моменты необходима. Я думаю, что это просто необходимый тоже элемент строительства солидарных связей. Это жизненно необходимо. Да. Действительно. Это и жизненно, да, и социально, да, необходимо. Да. Возможно, преследование блогеров – это кнут и пряник для обращения блогеров на свою сторону. Это что? Можно спросить гостя о том, может ли быть так, что это так и используют. Про блогеров? Да, я думаю, что это вполне себе не исключенный вариант, да, то есть мы такое уже видели, да, показательные репрессии в самых разных сферах, и там, они касались там, с Юрием Хованским, да, и, ну, так мы видим, это в политике работает, и в независимой прессе, да, есть много показательных, иногда уже систематических репрессий, цель которых запугать других, чтобы другим было не повадно так действовать. Угу. Так.
Так, век удских людей, так, это не то, это не вопрос. Так, ребята, шлите вопросы, подписчики наши. Конечно, тема большая, тут можно обсуждать и рассуждать бесконечно. Очень важно знать и понимать психологию масс. Угу. В общем, методично надо долбить. Это про родственников, видимо, общение с ними. Может ли арест Блиновской, что здесь? Давление на Никоглая. Это что? Кремля, связано с этим как-то, да? Часть линии Кремля под переманиванием. Это было. Есть дата, это может быть. Угу. Утверждает его предупреждение. Так, что-то я не понимаю ваш вопрос. Это про Никоглая что-то. Это блогер, да? Да, это блогер. Угу. Но он же за пределами России. Да, он ехал уже. Его депортировали. Нарратив о том, что бороться и все уже решили, это тоже путинская пропаганда. Что бесполезно бороться? Да, конечно. Решили. Угу. Гость потрясный, энергия прет с экрана. Спасибо большое. Да. Да. Какая лучшая стратегия для антивоенщиков, оставшихся в РФ? Что им сейчас делать? Сложный вопрос. Думаю, каждому надо решать самому. Думать о безопасности, саботировать действия путинского режима в микро каких-то возможных вещах, чтобы это не подвергало вас ни в коем случае рискам, потому что вы очень, не ваша жизнь, как мы говорили, бесценна. Вот. И я думаю, что надо помогать по мере возможности антивоенным инициативам, независимым медиа, опять же, так, чтобы это было для вас безопасно. И я думаю, что разговоры с близкими, со знакомыми, аккуратные, деликатные, с уважением к ним, которые помогают людям думать, я думаю, что это один из очень важных векторов, да, борьбы с режимом и способов остановить войну. Да, и опять же, не идите воевать, не идите умирать. И помогайте другим не пойти на фронт. Да, вот вопрос про Никоглая все-таки снова он звучит. Про Никоглая и других блогеров. Может ли власть таким образом пытаться давить на блогинг в целом, чтобы ограничивать их антивоенные высказывания, либо обращать их на свою сторону? Если конечно, да, то насколько это эффективно? Ну, разумеется, мы видим, что это происходит систематически, да, от возбуждения уголовных дел против Евгения Красавы, помните, футбольного лидера, которому пришлось, который делал футбольный клуб. Это такой прямо систематический последний процесс, да, поскольку блогеры — это люди с большой аудиторией, и государству очень важно показать им, что нельзя говорить на темы, которые государство считает запрещенными, да, потому что, опять же, это заставляет людей думать, а власть не хочет, чтобы они думали. Думающими людьми очень сложно управлять. В этом не заинтересованы авторитарные режимы. В этом заинтересована демократия, да, потому что думающие люди способствуют прогрессу и способствуют развитию общества. Да, вот. И, в этом плане установки да, не сплошны, как они были проведены там, для журналистов, да, для политиков, запреты, давление, преследование тех, кто бесплошные как бы, выходит. Да, и эти бесплошные, они постоянно сужаются. И для блогеров тоже. Это, несомненно, один из важных векторов пропаганды. Вот у меня еще один вопрос, да? Так, подождите. Ну, вот у нас был, да, заявлен такой вопрос, как помочь другим протрезветь. Может быть, есть какие-то очень простые лайфхаки, которые можно вот прям сегодня начать их уже использовать? Телевизор. Хотелось иметь такие панацеи. Увы, их нету. Но есть какие-то вещи, которые могут помочь.
Если люди смотрят YouTube, да, или если вы можете помочь там, родителям, там, родственникам, знакомым, вы можете посмотреть им какие-то передачи, которые вам показались очень значимыми или которые могут быть помочь. Да, вы можете находить, собирать такой список источников, да, который, оказывается, в ходе коммуникации помогает, да, людям разобраться. И если в этот случай не помогут, то вычеркивать эту вещь, да, другие советы. Это А. Б. Есть, например, сетка YouTube-каналов, где люди рассказывают о том, что происходит, который сделал Дмитрий Колезев. Это такое альтернативное телевидение на YouTube, которое можно советовать человеку, который начал уже разбираться, который заинтересован, и можно ему посоветовать какие-то передачи, опять же, которые вам оттуда прям импонируют. Да? Как Дмитрий, как его зовут еще раз? Дмитрий? Дмитрий Колезев. Это главный редактор журнала «Репаблик» и блогер, публицист, журналист. Понятно, все. Спасибо. Я думаю, что важно пробовать с людьми, искать какие-то разные такие ходы диалога. Например, а зачем нам с тобой эта война? Что мы от нее получаем? Да, и как в ходе этого, конечно, разговора окажется, что нам она с тобой ни зачем, а нам от нее только очень плохо. Да, вот, мы на личном уровне, мы испытываем от нее очень много проблем. Наши близкие могли пойти на фронт, может, кто-то из них уехал из страны. В стране стало гораздо больше грустных людей, страна стала гораздо более запугана, в стране стало гораздо меньше правды, меньше хорошей музыки, меньше хорошего кино, ну и так далее. Мы во всех аспектах посмотрим. Огромное количество денег, которые могло пойти на развитие наших социальных институтов, на медицину, на образование, на детские сады для наших детей. Да, все эти деньги идут на ракеты, да, на вооружение солдат, на зарплаты контрактникам. Да, и с точки зрения нашего с тобой блага, да, вот в разговоре, да, абсолютно бессмысленно. Да, то есть мы бы лучше получить эти деньги разделили на всех граждан страны. Это совершенно сумасшедшие деньги. Может было каждому там больше зарплаты выдать, да, может быть, несколько. Вот. И мы бы гораздо лучше нашли все граждан страны способ их применить. Да? Может быть, это тоже такая стратегия. Вот. Я думаю, опять же, есть такие сайты, как «Мама, поверь», «Папа, поверь», которые делали люди, у которых были сложности в коммуникации, опять же, с очень ангажированной пропагандой их пожилыми родителями. И они это женщина в одном случае, в другом случае мужчина, это два разных сайта, два альтернативных проекта, никак не связанных. Да? Они, общаясь с своими пожилыми родственниками, собрали список материалов, список ответов на вопросы, которые помогли их близким разобраться. Да, и они сделали, чтобы другим это тоже могло быть полезно. Мне кажется, что во многих случаях ответы, которые там есть, они достаточно ясно объясняют, почему эта война была бессмысленна, почему денацификация – это ложь, да, почему ракеты НАТО – это глупость, почему, в общем, очень много есть ответов, да, таких, где мы были 8 лет, ну и так далее. Есть как бы целый ряд пропагандистских штампов, на которых уже нашлись отмычки. Я думаю, что как бы учитывать эти отмычки, да, их читать и как-то оптимизировать под ситуацию, дальше развивать, это тоже эффективная очень стратегия. Да, то есть вот искать сильные аргументы, и опять же, если вы такие разговоры начинаете вести, вы постепенно в них очень сильно прокачаетесь. Мне кажется, это еще и здоровская как бы личная практика, да, эмпатии, диалога, сочувствия, понимания, убеждения других, да, вот. Опять же, саморефлексия. Мне кажется, что очень важно для такого диалога понимать, что ты тоже можешь быть неправ, да. Вот это прививка от того, чтобы быть обманутым, критическое мышление. Супер, да, мы сделаем пост, вот как раз на основе сайтов «Мама, поверь», «Папа, поверь», вот эти выжимки, да, и у нас тут еще вопрос есть, как убедить людей, которые ведутся на блогеров-псевдопатриотов, которые манипулируют сознанием через национальную идентичность. Ну, у нас вот тут был недавно скандал, человек, блогер, недавно стал блогером, в общем, и он через вот продвижение национальной такой темы, да, языка, культуры, он начал между делом говорить о том, что не нужно там жаловаться, не нужно быть недовольным, нужно радоваться каждому дню и молчать, в общем-то. Вот. И люди ведутся, да, очень многие на эту тему. Зачем нам негатив? Но это про токсичный позитив, да?
который блогеры тоже транслируют. Начни с себя, вот эта вся тема. Как убеждать людей, которые ведутся на них, не делать этого? Что именно, как бы, я думаю, что здесь смешиваются, да, как бы какие-то вещи, которые имеют действительно ценность для человека, да, значит, себя часто неплохо, да, и какие-то здесь есть такие максимы, да, ну, простые, там, самозаботы, ну, какие-то саморазвития, да, с которыми люди легко солидаризируются. А вывод о том, что надо для этого молчать, да, и другим не помогать разобраться, да, и других лишить знания, и другим остаться в неведении, и смириться с тем, что сограждане твоей страны идут на бессмысленную войну, там умирают, а будущее твоей страны закапывается в землю прямо на твоих глазах, я думаю, что это как бы две совершенно как бы разных мысли, и вторая не вытекает из первой. Вот. И я думаю, что вот так и надо помогать как бы людям разделять одно из другого, да, и отделять зерна от плевел. Ну, они это делают, потому что, опять, мы говорили раньше, да, сегодня, что людям удобнее быть или комфортнее находиться вот в этом неведении, да, потому что это их психика как бы защищает, это защитная реакция. Потому что вот эта правда, она настолько будет для них таким большим ударом, не знаю даже, как это будет происходить в будущем. Я думаю, что это тоже важная вещь, что надо людям давать надежду и образ будущего, да. Может быть, не близкое будущее, надо с людьми быть честным, нельзя никого обманывать, да, потому что нельзя бороться с пропагандой, обманом. Это приведет к еще большему запутыванию людей, они еще сильнее убедятся в том, что не все так однозначно, все хотят обмануть, все циничные, никому нельзя доверять, да, это, опять же, цель пропаганды. Вот, поэтому нам ни в коем случае нельзя врать, но при этом надо давать картину будущего, да, альтернативную реальности, да, и мы понимаем, что если Россия будет демократической страной, то жизнь России, ну, в самых разных аспектах, которые мы можем людям привести и визуализировать в воображении, да, она станет лучше. Их личная жизнь, да, у них будет дорога лучше, у них появится вода, у них появится газ, да, ну, огромная часть населения, да, там не газифицирована, вот. Их дети будут там жить в более безопасной стране, их дети не будут рисковать пойти умирать ни за что, за чужие политические, да, амбиции, как Алла Пугачева нам сказала. Да, вот, я думаю, что эти какие-то простые вещи, да, которые связаны с альтернативной счастливой Россией, вот, они очень важны для понимания. Потому что, как бы, почему это важно понять сейчас? Потому что мы хотим, чтобы Россия была счастливой. Да, но мы готовим